Добрый вечер. Как тебя зовут и как ты оказался в стенах штаба татар? Всем привет, меня зовут Рахматула, мне 22 года, я из Уфы, пятый год проживаю в Москве, я окончил МГТУ имени Баумана по специальности машиностроения. Сейчас же я учусь в магистратуре на специальности госуправления, работаю в департаменте здравоохранения Москвы, технадзором по строительству объектов капитального ремонта, в частности больницы и центра женского здоровья. Ты часто посещаешь штаб татар? На самом деле я сегодня в первый раз и почувствовал себя как в своей тарелке. Я спокойно говорил здесь и на татарском, и на русском, меня прекрасно понимали. И сегодня я познакомился с большим количеством ребят, с которыми не был знаком ранее. А как ты обычно проводишь свой досуг? По большей части я работаю, на выходных я хожу в зал, а еще реже, раз в месяц, мы с друзьями посещаем города России, мы играем в спортивное «Что, где, когда». В прошлом месяце мы были в Петербурге, сейчас собираемся в Калининград, до этого были в Ярославле, в Казани в прошлом году был чемпионат России среди студентов, где мы также посетили его и хорошо сыграли. Можно ли в стенах штаба найти свою любовь? Это очень сложный вопрос, нельзя его так прям ответить да или нет. Это должно как-то, знаете, само по себе происходить, без каких-то намерений и каких-то поставленных целей. Если это все взаимно, это будет идти как-то само по себе, и вы даже не заметите, как вы уже давно женаты и имеете детей. Кто на первом свидании должен платить? Должна ли заплатить девушка или парень? Или можно поделить счет пополам? Это очень такой каверзный вопрос, на самом деле. Я уже тоже задавал его и себе, и девушкам, и многие отвечали по-разному. В первую очередь, я считаю, что мужчина должен оставаться мужчиной, и если не платить на первом свидании, то хотя бы, тоже как бы это тоже должно идти как-то взаимно. То есть надо общаться, то есть понимать, чего хочет она и чего хочешь ты. И все равно настоять на своем, потому что ты как бы сам ее позвал, твоя инициатива была. И если позвал ты, платишь ты. Если зовет она, платит она. Все должно быть справедливо. Какое интересное и справедливое мнение. Расскажи, я так понимаю, тебе сегодняшний вечер очень понравился. А как ты узнал о штабе? На самом деле я пытался попасть в штаб еще в прошлом году в ноябре. Я написал организаторам в Директ или, по-моему, ВКонтакте. И ответ я получил вот буквально на прошлой неделе. Возможно, это по причине праздников новогодних. Никто, наверное, не заходил особо, не проверял почту. А по большей части узнал я о штабе через соцсети. То есть в рилсах попалась рекомендация и подписался. Расскажи, ты будешь сообщать своим друзьям о штабе? Будешь ли кого-то агитировать прийти сюда? Я же говорю, я еще в январе хотел прийти с братом. Но сейчас он уехал обратно в Уфу. Сейчас я пришел со своим другом. Вон он стоит, Амир. И я, естественно, буду каждое посещение звать своих друзей, кто как сможет, агитировать, не агитировать, но как за компанию обязательно позову. Привет, Диляра. Расскажи, как ты впервые узнала о штабе? Всем здравствуйте! Я впервые узнала о штабе в своем университете, когда мне наши старшекурсники, татары, рассказали вот про такое прекрасное место, где все наши земляки собираются, знакомятся и находят новых своих друзей. Получается, у вас в университете наверняка есть землячество татар. Да, у нас в университете есть землячество татар, и я являюсь его председателем. Это очень здорово. Расскажи, насколько вы активно ведете свою деятельность, потому что в моем университете землячество было, но о нем я узнавал буквально, как будто это было подпольной группой. В финансовом университете при правительстве Российской Федерации достаточно активное землячество. Всю свою силу и мощь мы как раз-таки проявляем на форуме Мосдружбы Москва-Татарстан, который проходит ежегодно с участием Раисы Республики Татарстан. Готовим различные мастер-классы, развлекательные мероприятия для гостей нашего форума. Кроме того, конечно же, проводим собрания свои, совместные прогулки с татарскими землячествами других университетов, для того, чтобы наше общение, наш круг становился еще, так скажем, шире. Да, ежегодный апрельский форум — это очень прекрасное мероприятие, и, насколько я знаю, уже последние несколько лет площадкой для его проведения становится именно финансовый университет при правительстве. Там собираются ежегодно очень интересные люди с интересными историями. Мне больше всего запомнилась история нашего легендарного пилота, который смог посадить
самолет. Это было не так давно, ну, по меркам нынешнего времени не так давно. Расскажи, что запомнилось тебе больше всего из истории людей, которые посещали мероприятие? Я думаю, что если рассматривать наше нынешнее время, все-таки больше всего запоминаются наши герои специальной военной операции. Даже не имена, а вот их мотивация, их речь, их стимул к любви родине, к патриотизму и к, в общем, поднятию общего духа нашего населения, так скажем. Диляра очень умная, очень интересная и серьезная девушка, но давай перейдем к вопросам немного более житейским, так сказать. Представим ситуацию. Мужчина пригласил девушку на свидание. Свидание прошло интересно. Кто должен закрыть счет? Конечно, мужчина должен оплатить. Расскажи, где можно в современной девушке познакомиться с парнем? Можно ли в штабе татар найти свою любовь? Или хотя бы классных друзей? Да, я думаю, что штаб Татар — это прекрасная площадка для знакомства и приобретения новых друзей и своих вторых половинок. Прекрасный ответ. Я знаю, что ты в штабе давно. Расскажи, насколько страшно было приходить сюда первый раз? Переживал ли ты, или это было, я приду, и все будет как у себя дома? Нет, мне было совсем не страшно. Я еще пришла тогда с девочками с нашего университета, с подружками, поэтому как-то все легко, так скажем, прошло, со всеми познакомились, пообщались, много новых знакомств приобрели. И тогда у нас еще землячество было достаточно маленькое в университете. И я прям помню, у нас было дальше уже там через буквально пару месяцев мероприятие в университете. И я всех своих знакомых со штаба туда к нам в университет пригласила на мероприятие. Ребята нас поддержали, помогли там и все организовать, и повесить, и флаг, и все остальное. В общем, да. Первый вот мои посещения в штабе прям стали таким открытием дружбы татар в Москве. А расскажи, насколько хорошо ты владеешь татарским языком? Мин татарша оим хам сөйлешем. Добрый вечер, Тимур. Расскажи, вообще ты учишься, работаешь, и откуда ты узнал про штаб татар? Хайырлы кич, минем исемем Тимур. Мин биринче курс президент академиясын укыйсын. Узнал о штабе татар из соцсетей и благодаря YouTube-каналу. Ты первый раз приходишь в наш штаб? Я с сентября уже хожу стабильно. Получается, как только ты поступил, так сразу и узнал о нашем прекрасном штабе. Расскажи, что тебе нравится здесь больше всего? Приятная компания, возможность попеть татарские песни, очень душевно получается. Вкусная еда и, конечно же, много новых знакомых. Давай перейдем к более интересным вопросам. Есть ли у тебя девушка? До никаха нельзя. Хороший ответ. Давай чуть-чуть раскроем эту тему. Как ты считаешь, вот мужчина пригласил девушку на свидание в театр, в ресторан, куда-нибудь еще. Должен ли он платить за нее, или они должны по-модному разделить счет пополам? Это зависит от личных предпочтений. От личных предпочтений. Но вот раньше все говорили, что мужчина, он пригласил девушку, он должен ухаживать за ней, он должен оплатить за нее счет, и, казалось, даже вопроса о том, делить ли счет пополам, не было. А сейчас тенденция несколько меняется. То есть уже нормально разделить счет пополам, и потихоньку в тенденцию входит то, что девушка платит за счет. Насколько это нормально в твоем понимании? Я думаю, это зависит от личных предпочтений каждого человека. Тут универсального ответа, я думаю, нет. А расскажи, куда ты планируешь пойти работать после окончания университета? В Республику Татарстан. А сам ты родом из какого города? Екатеринбург. Екатеринбург. А был ли ты в Казани или в других частях Татарстана? Да, я был в Казани. Спасибо большое. Будем рады видеть тебя в стенах штаба. Надеюсь, что ты приведешь сюда друзей, знакомых и будешь рассказывать о нас. Yalını
Yalabay,